Здравствуйте, уважаемые граждане Туркменистана. Я хочу сегодня предъявить на ваше внимание Всеобщая декларация прав человека. Это, конечно, очень важно для нас и для всего человечества. Я хочу почитать декларацию на двух языках, на турецком и на русском языке, чтобы это не стало причиной или проблемой для нас. Всеобщая декларация прав человека. Всеобщая декларация прав человека является основополагающим документом исторической важности. Текст декларации явился результатом тесного взаимодействия специалистов в области права, представляющих все регионы планеты. Декларация была принята реализацией 217А Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Париже 10 декабря 1948 года в качестве документа, принципам, изложенным в котором обязаны следовать все народы и страны. Впервые в истории человечества был принят документ, провозгласивший необходимость защиты основных прав человека. Декларация проведена на 500 языков. Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг к другу в духе братства. Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами, всеми свободами провозглашения настоящей декларации, без какого бы то ни было различий какого-то в отношении расы, цвета, кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должна проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которым человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющей или как-либо иначе ограничена в своей суверенитете. Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии рабства, и работорговля запрещается во всех их видах. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращения и наказания. Статья 6. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. Статья 7. Все люди равны перед законом и имеют права без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было предсказательства такой дискриминации. Статья 8. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, представленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, содержанию или изгнанию. Статья 10. Каждый человек для определения его прав и обязанностей, для установления обоснованности определенного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости, независимым и беспристрастным судом. Статья 11, глава 1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законом,
порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечивает все возможности для защиты. Глава 2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или бездействия, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международным правам. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено. Статья 12. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Статья 13, глава 1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Глава 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Статья 14, глава 1. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и использовать этим убежищем. Глава 2. Это право не может быть использовано в случаях преследования в действительности основанного на совершении неполитического преступления или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединенных Наций. Статья 15, глава 1. Каждый человек имеет право на гражданство. Глава 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Статья 16, глава 1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения. Глава 2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обоих вступающих в брак сторон. Третий пункт. Семья является естественным и основной яичкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Статья 17, глава 1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Глава 2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, вести и религию. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении, выполнении религиозных ритуальных обрядов. Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждения и на свободное выражение. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Статья 20, глава 1. Каждый человек имеет право на свободу, мирные собрания и ассоциации. Глава 2. Никто не может быть принуждаемым вступать в какую-либо ассоциацию. Статья 21, глава 1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Глава 2. Каждый человек имеет право равного доступа в государственные службы своей страны.
Глава 3. Воля народа должна быть основной власти правительства. Эта воля должна находить в себя выражение в периодических, нефальсифицированных выборах, которые должна проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Статья 21. Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимой для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности, прав в экономической, социальной, культурной областях через посредством национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии с структурой ресурсами каждого государства. Статья 23. Глава 1. Каждый человек имеет права на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Глава 2. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Глава 3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойный человека существование для него самого и его семьи, и дополняемые при необходимости другими средствами социального обеспечения. Глава 4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и выходить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. Статья 24. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Статья 25. Глава 1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и ее семьи. И права на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независимости от его обстоятельства. Глава 2. Материнство и младенчество дает права на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Статья 26, глава 1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаковым, доступным для всех на основе способностей каждого. Глава 2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности, к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. Глава 3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Статья 27. Глава 1.
Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Глава 2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. Статья 28. Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свобода, изложенные в настоящей декларации, могут быть полностью осуществлены. Статья 29. Глава 1. Каждый человек имеет обязанность перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. Глава 2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должно признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния демократического общества. Глава 3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций. Статья 30. Ничто в настоящей декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей декларации. Всеобщая декларация прав человека состоит из 30 статей. Я хочу вам еще предъявить внимание, что Всеобщая декларация прав человека никогда не изменялся и никогда не будет изменяться. Спасибо вам большое. Я хочу вам заранее извиняться. Конечно, я уже давно не использовал русский язык. Немножко ошибки были. За это вам извиняюсь заранее. Спасибо вам большое.